Национальный парк Алханай находится на территории Дульдургинского района Агинского-Бурятского округа Забайкальского края. Общая занимаемая площадь свыше 140 тысяч гектаров. На территории парка свыше 20 природных и историко-культурных памятников. Насчитывает почти 1000 видов растений и обитает свыше 30 видов диких животных, многие из которых состоят в Красной книге России и Забайкальского края. История национального парка Алханай начинается с постановления правительства Российской Федерации от 15 мая 1999 года. Началом создания национального парка послужило движение активистов и жителей Аги по поводу загрязнения уникальной природы Алханаи, когда планировались масштабные мероприятия по добыче золота вблизи святыни Алханай, и уже велись работы в этом направлении. В Википедии пишет, что эколого-экономическое обоснование для создания национального парка было выполнено в 1996 году после проведения научной экспедиции по комплексной экологической, природной, историко-культурной оценке территории Алханаи. В этом деле активное участие, конечно, принимали и ученые нашего Забайкальского края, Мадыгма Цибигметова Тигилова, кандидат биологических наук. Она была одним из инициаторов вот этого движения. Также наши земляки, Сотбо Максарович Ишсамбуев, краевед нашего села Алханай. И была начата работа. Была очень большая экспедиция, чтобы посмотреть растительный мир, видовой состав. И работали ботаники, человека 3, потом работали зоологи, работали геологи, работали гидробиологи, экологи. И такая была большая, очень большая работа. Мы сделали это обоснование на 300 листов. Это именно было достаточно был проведен анализ. И когда уже имеем обоснование национального парка, конечно, пошло дальше именно организация этого парка. На реке Дыбыкса действительно планировалась добыча золота методом кучного выщелачивания, что, несомненно, отрицательно повлияло бы на состояние уникальных природных и зависимых от них культовых объектов. В организации всей этой работы по созданию национального парка роль руководства Агинского бурятского автономного в то время округа во главе с Баиром Байсхалановичем Жамсуевым неимоверно велика, и работы шли в очень непростое для страны время, когда слишком свежи были в памяти события начала 90-х, и новая Россия еще не окрепла после развала могучей страны Советов. Это один из единственных парков, которые за кратчайшие сроки были подготовлены все необходимые документы. Это научные исследования, природоохранные направленности, все документации. И в 1999 году на радость всем нашим жителям Забайкалья и Агинского-Бурятского автономного округа был создан национальный парк Алханай. За 20 лет национальный парк вырос в огромную организацию с многочисленным штатом и сложной техникой, богатым автопарком с деревообрабатывающим цехом, с административными зданиями, где есть все необходимое для дальнейшего роста. Автомашина КРАС для перевозки бульдозера, для экстренных выездов на пожары, всегда заправлены. Подготовлено еще одно современное здание. Здесь изготавливают сувенирную продукцию. Экологические пакеты бумажные, уже уходим от целлофановых пакетов в рамках экологического просвещения. Оборудован экспозиционный зал.
открытие которого состоялось в мае 2019 года. Такие встречи будут проходить регулярно. Ежегодно мы будем проводить различные акции, мероприятия и встречать гостей. И мы очень рады, что сегодня открылся такой экспозиционный зал, и мы будем водить сюда наших детей. Нам здесь очень понравилось. В будущем этот зал может стать незаменимым центром для экологического воспитания детей. Их непосредственное участие в посадке деревьев, экскурсии по достопримечательностям Алханая, думается, притянут школьников из других школ не только Агинского округа, но и в целом школ всего Забайкальского края. Национальный парк в своей структуре имеет научно-исследовательский отдел, который следит за состоянием природной среды, историко-культурных объектов парка. Тесно сотрудничают с Институтом природных ресурсов экологии, криологии Сибирского отделения Российской академии наук. Это города Улан-Удэ, Хабаровск, Томск, Чита. С начала года мы совместно с отделом охраны проводили зимний маршрутный учет диких охотничьих животных. И сейчас в весеннее время проводим учетные работы водоплавающих и околоводных видов птиц, а также у нас проводятся учеты восточной популяции дрофы, которые в последние годы количество численности их снизилось. Ну и также в ближайшее время будем проводить учетные работы по бурому медведю. Широко используют современные технологии слежения, и теперь доступны фото и видео животных в их естественной среде обитания. При учете диких животных мы устанавливаем фотоловушки. Вот сейчас мы установили фотоловушку Bushnell HD с функцией Wi-Fi. И также после установки фотоловушки мы также отмечаем каждое место установки фотоловушки при помощи GPS. В журнале учета фотоловушек это все фиксируется. Вот так, с помощью фотоловушек были отсняты многие обитатели тайги. Таким образом, ведется их учет, отслеживается миграция, устанавливается их численность, места обитания. С 2005 года проводятся исследования на постоянных пробных площадках, заложенных на территории национального парка. В общей сложности 12 таких площадок. Выявленные данные переописываются с периодичностью раз в 5 лет. Проводимые исследования позволяют проследить за изменениями в древесных стволах, в растительном мире. Пробираясь по заповедным местам национального парка Алханай, нам удалось попасть на один из 4 кордонов. Но прежде чем попасть туда, нам пришлось трястись по грязи, ямам и ухабам. Места здесь дикие,
Но завораживает естественная красота окружающей среды. В таких условиях нужна крепкая техника. У работников национального парка горячая пора, посевная. На окраинах леса или где-то на опушке, на поляне наблюдаем несколько сельхозугодий. Это вспаханные поля под зерновые. Поля пашут, а вот сев идет дедовским методом, и это в 21 веке. Со временем стало понятно, что такой метод в данном случае является самым эффективным. Выросший урожай не убирают, здесь не нужны комбайны. Урожай попросту съедается лесной братвой на корню, кабанами, таежными парнокопытными, дичью. Также периодически рассыпают для дикой братвы соль. В таких местах и устанавливаются фотоловушки. Мы используем старый метод беседки. Это связано с тем, что кормовые поля у нас небольших размеров. Где-то 1,5 гектара, где-то 2 гектара. И смысл возить сюда сеялку, чтобы сеять вот эти 4-5 полей, и вообще нет смысла. И старый метод, он всегда надежный и испытанный временем. Готовим подкормочные поля, подсыпка овеса, и кормовые поля и засолка солонцов. Это в рамках исполнения государственных заданий. И в этом году у нас запланировано 9 гектаров посевных подкормочных полей. Это по 2 гектара, это 4 поля. И также солонцы в этом году, обновление солонцов, где-то мы 3 тонны соли уже обновили. А вот так на лошадях проводится охрана рубежей всего парка от разных нарушителей. Лошади нужны там, где невозможно проехать на автомашинах. Охрана – это еще один отдел национального парка. На вершине горы Алханай был установлен ретранслятор, который позволил охватить радиосвязью всю территорию национального парка. Из любого уголка огромной территории нацпарка можно связаться по рации. Приобретены 10 лошадей для нужд всех 3 лесничеств национального парка. Теперь патрулирование проходит каждый день и круглый год. Конное патрулирование происходит и зиму, лето круглосуточно. Также на автомобиле патрулируем, но это чисто зимой по дороге, где можно проехать, а на конях мы практически можем и в грязь везде пройти. За прошлый год было составлено 4 административных протокола, изъято 2 единицы огнестрельного оружия. Одно дело передано в суд по незаконной охоте. Но с каждым годом это нарушение режима уменьшается в связи с плотной работой отдела охраны. Это благодаря профилактическим мерам проводятся беседы среди населения и на стоянках, животноводческих стоянках. Туризм в деятельности нацпарка занимает особое место.
С наступлением тепла начинается подготовка туристической базы на источнике Алханая. Каждый год Алханай посещают гости из самых разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Сотрудники парка переквалифицируются в летний период и принимают гостей и туристов. Завтра вечером с горы Инициалы, скажите. С Ростова были, с Владимира были, с Санкт-Петербурга были, с Москвы много в этом году. Ну, конечно, Забайкальский край, Бурятия, Монголия тоже к нам заезжали. Также национальный парк готовит гидов, которые сопровождают туристов по маршрутам Алханая. Тысячи людей ежегодно приезжают на Алханай посетить это место, святыню, окунуться в воду Харшана, надышаться этим прекрасным воздухом. С каждым годом все больше и больше. И у всех, конечно, благоприятные впечатления. И вообще практически нет ни одного человека, который сюда приезжает единожды. Приехав сюда один раз, возвращаются вновь и вновь. Люди отдыхают, лечат свое и физическое, и духовное тело, окунаясь в ледяную воду Алханая, богатую радоном и серебром. Даже приехавший с насморком возвращается домой здоровым. Мы сходили на источники, очень чистая речка, сходили на большой маршрут. Есть несколько маршрутов тут. Отличные гиды, здесь все организовано хорошо. Домики здесь очень замечательные, все чисто, аккуратно. Вода здесь лечебная, источник большой, много людей. Все очень замечательно, все нам понравилось, как бы еще в следующий раз приедем. Мы ездим на Алханай, стараемся ездить каждый год, потому что нам здесь нравится природа, аура здесь особенная, воздух, чудесные источники. И поэтому, когда есть возможность, мы всегда сюда приезжаем. Прелесть, просто красота. Мне понравилось, то есть нам понравилось. Очень хорошо. Хорошо, что вот сохранили, да, вот именно вот этот парк Алханай, не дали его вот разграбить, разбить, и что действительно такое место, вот ощущаешь себя, воздух, что хоть где-то есть, как говорится, чистый уголок России. В Забайкалье есть места красивые, никуда не надо ехать, ни в какие Турции и прочие, Таиланды, все, что вот здесь так красиво, вот я говорю, я, допустим, меня туда не тянет, мне здесь нравится, а больше, как бы, я вот, ну, я просто рад. С 2011 года мы работаем с национальным парком Алханай, и нас, допустим, все устраивает, и условия, и человеческие отношения. Все же Алханай – это прежде всего буддийская святыня. Существует два вида горов – малое и большое. По малому гору сопровождает гид, а большое гору остается под вниманием специалистов парка. Летом 2019 года работники национального парка отремонтировали пешеходный мост, который находится на пути Большого гору. Этим самым предотвратили возможный несчастный случай, который мог случиться на реке с холодной водой. Теперь проблема устранена. Но мы приложим определенные усилия для паломников, чтобы им было легче обойти эту большую гору. По пути были построены сараи, места отдыха для паломников, и в том числе восстановлен этот мост. Национальный парк развивается. Вместе с тем улучшается сервис, инфраструктура, появляются дороги. В целом, за 20 лет своего существования национальный парк окреп и продолжает расширять свою деятельность во благо сохранения всей природы родного края. Ну, с юбилеем своему коллективу хочется пожелать добра, удачи, семейного благополучия всем. Ну и успехов в работе. Всего самого наилучшего, дальнейшего роста, ну и также плодотворной работы в деле сохранения
уникального нашего Алханая. И, пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с 20-летним юбилеем со дня образования нашего национального парка Алханай. Хочется поздравить с 20-летием национальный парк Алханай. Мне так кажется, 20 лет, ну вот только так пролетело. Мы все понимаем, что Алханай – это мир великого блага, и это благо хотелось бы, чтобы она распространялась больше и дальше. Чем больше населения начинает понимать и осознавать всю глубину буддийского учения, и это дает определенные положительные плоды. Сохраняя наш вот этот маленький уголок великого блага, мы должны быть все задействованы и все заинтересованы в этом, потому что это не только для национального парка нужно, а это просто нужно для нашей страны и для нашего будущего поколения. В канун подготовки нашего фильма во Владивостоке состоялся Восточный экономический форум. Глава России Владимир Владимирович Путин в своей речи упомянул наш национальный парк Алханай как один из природных алмазов Забайкалья и Дальнего Востока. Алмазов Дальнего Востока, озеро Байкал, Кранотский заповедник на Камчатке, национальный парк Алханай в Забайкалье, да и другие территории, их немало. Это результат упорного труда наших специалистов. Именно при нынешнем руководстве национального парка из уст главы огромного государства публично прозвучало наше привычное бурятское слово «Алханай». Хочется надеяться, что в будущем в нашем крае свое уникальное развитие получит туризм, а вместе с ним еще большее развитие получит наш национальный парк Алханай. Юбилеем!